перед выездом, ребят, немножко убрал. Ну как немножко, там, наверное, 5% снега осталось на крыше. В основное все скинул здесь. Василий тоже убрал. Две такие вот. Но это слабенькая крыша. Один слой досок там. Вот. А на амбаре и на бане это скидывать не стану, потому что там доски крепкие, 2 слоя доски. И выдержит. Вот, сейчас я буду остывать. Немножко вспотел. Немножко остыну. Подсушу нижнее белье. И буду собираться. Будем выезжать. Вон Тулантик уже выспался. Немножко поспал он. Да? Туламы? Немножко поспал. Вот. Вот только, вот. Видите? Сколько тонн там было веса. Ну что, ребят, я собрался. Сейчас поедем. Загрузился уже. Василий остается до завтра. Завтра с утра он поедет, так как снег сейчас в данный момент не держит. У него другая дорога. И, как сказать, по целине мотособака не едет. Я ему оставил 10 литров бензина. Должно хватить. Как сказать, погода меняется в худшую сторону для техники, потому что снег перестает держать. Вот такие дела. Так что переночевали одну ночь. До следующего раза изба, как бы уже приедем на лодке. Вот. А сейчас поедем. Туламы, поедем? Ладно, Василий, мамума, пока, будь здоров. Как приедешь, позвони, что дома. А? Ну, завтра или послезавтра, когда поедешь, там позвонишь, чтоб знать, дома живой или нет, смог вернуться или нет. Нянин подкармливай там. Так, це Їганова, да. Ось тут Їгана. Ну що, ну мийка, ваш, а чи ти ще понімаєте, парадокс, а чи мийка кран. Васа, главное, сен коля, ми ще до сільської їжджа.
Короче, пасмурно на улице. Сейчас 6 часов вечера. Вечереет. И как же... Сегодня, наверное, даже ночью, может быть, заморозков не будет. Василий ждет в надежде, что сегодня подморозит. И он уже поедет, ну, к своей избе напрямик. А если не сможет, может быть, даже и придется ему поехать, где я езжу. Другого варианта у него нету. По целине мотособака просто беспомощная. Как бы там что ни говорили в интернете, но реальность показывает то, что собака в некоторых моментах он беспомощен. Вот сейчас именно тот момент, когда снег перестает держать и управлять невозможно им. Вот. Ладно, едем дальше, ветер поднимается. Вон как шатает деревья. Там уже вырубка начинается. Тула, пошли. Жду Тулана. Там какие-то следы еще. А, вон они следы. Крупные, между прочим. Вон он. Может, волк действительно тут по буранице вниз пошел. Отчетливо видно. Крупные следы, ребят. Четко видно вон. А вот когти, вот. В эту сторону он пришел. Вот еще следы. И вот в эту сторону вот свежие они. Крупные. Вот, ну, примерно 8 диаметра. Может, чуть больше. Тулан пока не появился. Снежок начинается небольшой. Не знаю, чьи следы, конечно. Определить я не могу. Если так присмотреться. Вон он. Пятка. Вот еще два. Потом еще две маленьких и коготь. Чего он так долго не идет-то, е-мое?
начинается, блядь. Прошлый раз тоже ехал. Пурга была. Сейчас тулана посажу на ящик и газку. Ну, пока не набивает ничего. Лок. Вон он, ребята. Наконец-то. Наконец-то появился бродяга. Лок, где лок? Лок. Надо поймать его. Лок. Тула. Лок, где? Лок. Давай, лок. Эй, устал. Обманывай. Ну что, ребят, будем заканчивать этот фильм. Сейчас мы дальше уже поедем с Туланом. Никуда не будем останавливаться. Вас также хочу отблагодарить за ваши просмотры, за все, что вы делаете. Поддерживайте канал. Не забудьте оценить видео лайками, дизлайками. Что заслуживаем, то и ставьте. Ну и ждите очередные походы с Туланом и без Тулана. Все как будет, буду показывать, снимать и показывать. Так что давайте, до новых встреч и будьте здоровы, не болейте. Туланы. Самое главное, мы доехали до основной Бураницы, а здесь уже нормально. Доедем. Да. Ложись и отдыхай.